Здравствуйте, дорогие родители, ваши дети, учителя, педагоги. Если вы сейчас смотрите мой мастер-класс, то я приготовила вам материал, который может пригодиться в работе с детьми, когда вы готовитесь к празднику. Мы мастер-класс проводим в канун 8 марта, и, естественно, мы всегда с детьми готовим какие-то открытки, букеты. То есть дети рисуют букеты цветов для своих мам. И вот сегодня я хотела вам показать один из вариантов выполнения творческой работы с детьми, но в технике печати. Для выполнения этой работы, вот если вы можете здесь увидеть, у меня есть заготовки. Значит, у меня заготовлен картон цветной картон. Делается он для того, чтобы мы не заполняли цветом, но есть еще белый картон. То есть делается для того, чтобы мы можем, если у вас нет в наличии цветной бумаги, можно приготовить цветной картон. Значит, что еще нужно? У меня есть заготовки, гуаши, я их открыла. Если вы видите, то у меня открытые баночки. Гуашь должна быть свежая, то есть чтобы она легко доставалась из, собственно, набора. И заготовлены крышечки. Крышечки нам тоже сегодня пригодятся. Пригодится трубочка пластиковая. Кроме трубочки мы здесь видим пластиковую тарелку, я ее буду использовать вместо палитры, для того, чтобы здесь можно было краску нанести. Заготовлены губочки, такие хозяйственные губочки, из них мы будем делать трафареты. Ну, понятно, что раз мы работаем с красками, у нас набор кистей. Кисти недорогие, это щетина. Щетина хорошо работает, хорошо берет краску, хорошо разносит краску по поверхности. Естественно, у меня баночка для воды, есть еще одна баночка для разведения жидкой гуаши. То есть это нам пригодится для тоже выполнения печатных вариантов. И еще у меня здесь такая вот упаковочная бумага есть, вот она упаковочная. Я сделала заготовки. То есть прежде чем вы начнете работу выполнять, нужно сделать какие-то заготовки. Из этой бумаги я вырезала кружочки. Вот они, кружочки, вы видите, то есть они кружочки, они нам тоже пригодятся. Вот. Губка нам нужна для того, чтобы мы могли вырезать трафарет цветка. В принципе, для вырезания трафарета цветка может быть пригодится не только губка. Если дети постарше, то можно использовать вот такой же величины картофель. Он разрезается, и на основе вырезанного при помощи офисного резака можно сделать трафарет. Я здесь показываю самый простой вариант. Не смотрите, что он такой вот кривой. То есть можно использовать для печати как жесткую сторону, так и мягкую сторону. Каждый раз могут появиться различные эффекты. Трафарет я вот один вырезала вам показать. То есть, собственно, для этого существуют ножницы. И можно вырезать любой трафарет. Вот в данном случае я вырезала уже узорный такой. То, что он такой корявенький, в этом как раз есть некоторая выразительность. И в работе мы увидим, как это будет получаться. Ну, сделаем давайте еще. То есть у нас, конечно, это весенний праздник. И чаще всего появление первых весенних цветов — это тюльпаны. Поэтому вот я сейчас также делаю заготовочку тюльпана. Сейчас второго тюльпана делаю заготовку. Все мы увидим, то есть форма такая полукруглая. Ну, можно, скажем, здесь, вот если у меня здесь со острием, то в этом тюльпанчике можно сделать просто полукруглые лепестки. То есть тоже какой-то такой вариант. То есть какие вы трафареты сделаете, такие у вас будут работать. Вот такой трафарет я сделала. Здесь с этой стороны его тоже надо будет поправить, чтобы он дал хорошую печать. То есть, собственно, сегодня не столько даже мы будем рисовать, сколько сегодня мы будем фантазировать на тему цветочного букета, весеннего букета и так далее. Ну, вот такая заготовочка. То есть у меня две заготовки. Прежде чем мы начнем работать, я сначала покажу, как сделать фон. И пока мы будем с вами работать над печатью, мы
как бы заготовим фон. Значит, кисточкой мы не берем, то есть я краски выкладываю на тарелочку. Вот сюда, видите? Сюда, здесь кисточка у меня измазалась, поэтому у меня несколько кисточек. То есть я взяла красную, сюда тоже положила. То есть получается, что я в баночках краску не порчу, она остается чистой. Вот, и здесь вот еще остается вот синяя. Ну вот синюю я, наверное, возьму сейчас. Так, вот сюда положила. Вот. Видите, как она густая, она напоминает нам сметану. Так как я работаю на столе, нужно, конечно, подготовить основу, чтобы она у вас не мазалась. Сейчас, одну секунду, у меня такая основа есть. Сказать, чтобы не пачкать стол, да, мы должны фон покрывать на какой-то поверхности, то есть или пленка, или клееночка, или еще что-то, то есть любой. Вот у меня 3 кисточки, на кисточках уже есть краска, и я даже ее, видите, даже не смочила, я начинаю произвольно, вот таким образом, очень произвольно наносить краску. Сначала я наношу краску. Ну, то есть кисточка сама мне, как бы можно такие мазки делать, можно такие мазки делать. То есть они такие точечные мазки, они распределяются по всей поверхности. Мы все-таки сделаем заготовку, чтобы у нас было ощущение зеленой полянки. Хотя я беру вот почти чистый цвет. Да, то есть, чтобы мне разбавить, я беру другую кисточку и тоже чистой краской, почти чистой краской, и делаю вот такие мазочки. Вот такие мазочки. Они друг с другом с синей краской перемешиваются. И как мы видим, вот уже здесь я не беру, стараюсь не брать, не портить поверхность бумаги. И я таким образом нанесла на поверхность, чтобы у нас не пачкался стол. Не надо, чтобы дети привыкали к работе, чтобы это пачкало. Вот появилась такая вот заготовочка. Она сейчас у нас высохнет. Сейчас она мне как бы не нужна будет. Я ее отложу в сторону, чтобы она высыхала. Ну вот, получилась у нас вот такая бумага. Я ее откладываю в сторону, она сейчас мне пока не нужна. Высохнет, разровняется, и будут у нас кисточку мне надо смочить, убрать, она, собственно, больше пока не нужна. Теперь сама трафаретная техника уже непосредственно мы выполняем. Первый вариант показываю. Значит, заготовлено на цветном картоне. Если мы внимательно посмотрим, значит, букеты должны, то есть цветочные бутоны должны располагаться в верхней части листа. Ну, по количеству цветов мы должны взять или 3, или 5, или 7 цветочков. Они могут быть разной величины. Поэтому я сделаю таким образом. Я сделаю 3 цветочка крупных, и потом покажу способ, как можно сделать цветочки менее крупно. Для этого мне понадобится, неудобно немножко расположение, вот, мне приходится здесь приноравливаться, потому что так, все, убираем кисточки, я их выкладываю на губку, чтобы они не пачкали стол. Обязательно мы говорим о культуре работы, о культуре взаимодействия, поэтому вот грязный стол — это плохо, поэтому нужна обязательно какая-то база, на которой мы работаем. Значит, опять же беру эту базу, пока у меня листочек сохнет, я на листе буду выполнять
трафаретные цветы. Значит, первый способ трафарета. То есть я уже взяла краску на кисточку, и у меня краска, она есть на палитре. Чтобы сделать красный цветок, я должна окунуть, значит, наш трафарет окунуть в краску. Причем я делаю так, чтобы у меня трафаретик хорошо смочился. Если у меня недостаточно краски, я должна добавить. Видите, я так добавляю опять. И опять смачиваю. То есть у меня должен весь трафарет быть смоченный. Вот здесь. И я чуть-чуть где-то на кончике еще подбираю желтую краску, чтобы у меня не одна. Вот если мы увидим, вот на трафарет у меня вот таким образом выложилась краска. И теперь в центре, но я стараюсь, чтобы вот не была симметричная композиция. Это не есть хорошо. То есть эксперимент должен проводиться таким образом с детьми, чтобы вот центральная ось, букет не располагался таким вот веером, как обычно мы идем. Вот просто мы выкладываем вот первый цветочек. Я нажала, прижала, чуть-чуть прижала. Можно очень легко и поднять. Если не получилось, вот получился первый. Второй цветочек чуть-чуть повыше, поближе к первому. Нажимаю. Здесь можно посильнее нажать, чтобы отразился трафарет. Вот у нас получился второй цветочек. Да? Если краска заканчивается, то мы должны краску еще набрать. То есть недостаточность краски не даст хорошего эффекта. Поэтому, опять же, я набираю краску на палитру сюда, видите. И кисточку я не мажу. Второй цвет я набираю другой кистью. И опять сюда же выкладываю. Идет смачивание. Вот я опять смочила. И теперь делаю еще один цветочек. Я могу цветочек положить или выше, или немножко вот наклонить. Видите, я выше и наклоняю. Чуть-чуть. Получается еще одно место цветка. Вот у нас получилось 3 цветочка. То есть сейчас нам эти цветочки уже как бы они могут составлять основной букет. Чтобы сделать еще какие-то варианты трафарета, ну вот мне тут не очень нравится, как отпечаталось, поэтому чуть-чуть добавлю печати, лепесток. Вот так, даже дважды пройдя по поверхности, у нас получается очень интересный цветок. Теперь еще один вариант печати. Значит, он делается следующим образом. То есть я беру красочку, вот сюда прямо выкладываю. И чуть пониже, давайте вот я положу сюда, положила, чуть пониже. Я положила желтенькую и чуть-чуть положу, значит, красненькую. И беру вот эту губочку, причем вот этой рифленой стороной, прикладываю и аккуратненько, значит, смотрите так, движением нажимаю на поверхность и поднимаю. Вот получился вот такой эффект. Еще раз я смачиваю, другой стороны смачиваю. Здесь появился. И рядышком я нажимаю уже на эту форму. Вот она дает вот такой интересный эффект. То есть получились похожие на тюльпанчики элементы. И они более мелкие. То есть если краска распределяется хорошо, и если и хватает краски, можно вот еще то сюда вот просто вот так положить прямо на грязные, поэтому тряпочки обязательно должны быть, чтобы мы могли постоянно потом помыть руки, что у нас такой печать, она всегда дает эффекты, такие элементы грязи. Вот сюда, в серединку я немножко задам такой же печатный цветочек. Вот так вот он отпечатался, нажала я на него, и вот он дает такие интересные эффекты.
То есть у меня цветов получилось много, букет обширный, они разной величины. Вот здесь я откладываю в сторону, чтобы мне уже не нужно было. И еще один вариант печати, который я вам могу предложить, это при помощи крышечки. То есть, когда у вас краска располагается на палитре, да, то есть мы используем краску, опять же рядышком друг с другом положили. Я не использую много красок, я практически использую две краски, потому что тюльпанчики, ну, традиционно они у нас красненькие. И я вот края крышки, я их смочила, вот видите, вот такой эффект. И могу немножко вот по краям сделать вот такие замечательные кружочки. Их много, они могут пересекаться. То есть из них можно сделать и цветы, и из них можно сделать просто фоны. Просто фоны. Ну, что еще сделать надо, чтобы все-таки букет собрался и получился, как бы у нас были видны тюльпанчики. Я предлагаю еще один способ для выполнения. Значит, я набираю немножко, совсем немножко воды. Мне надо, чтобы была краска жидкая, я делаю желтую. Основная база у меня желтый цвет. И буквально на кончики добавляю синий, чтобы у нас получился зеленый цвет. Вот зеленый цвет. Вот. И теперь мы капельку вот сюда водички я начинаю капать. Вот она капнула. И при помощи трубочки я начинаю выдувать. То есть получаются такие движения лепестковые, они такие достаточно неожиданные, но не скажешь, что они. Или можно, значит, второй еще вариант, вот сама же трубочка с другой стороны, когда я беру, можно вот этой трубочкой сделать такие же печатные формы. Они тоже украсят наш рисунок. То есть вот я просто беру их вот так, видите, и красиво так свободно пропечатываю. Абсолютно не заморачиваюсь, где я их печатаю. Почему? Потому что самое главное, у нас есть крупные формы цветов, а все, что мы делаем в деталях, то у нас должно быть гораздо мельче. Вот такой набор инструментов дал нам такой эффект. Если у нас не хватило, как бы, вот я еще одну капельку сюда сделаю. Сильно не надо, потому что у меня получилось очень много. Вот. И опять же при помощи трубочки мы раздули краску, и у нас получился букет. Вот сейчас я могу показать этот букет поближе, чтобы вы могли его увидеть. Вот он такой получился, то есть такой получился букет. Он, чем ярче краска, чем меньше вы их смешиваете, тем он будет интереснее. То есть он абсолютно необычный, нестандартный, но он дает как бы вот такой эффект. И у нас бумага подсохла. Теперь у меня остались эти трафаретные формы, которые мы с вами делали первый. И если я сейчас в рамках вот этой работы сделаю похожие формы, вот смотрите, я сейчас
пропечатываю. Раз, получился один тюльпанчик. Пропечатываю, прижимаем мы. Получился второй. То есть у нас получается цветок. И здесь еще один цветок. То уже у нас получилось с вами две открытки. И эту форму можно точно так же закончить. То есть найти печатную форму. Сейчас я нанесу краску. Начинаю наносить краску. И опять же я пропечатываю теперь. У меня заготовочка. Я ее смачиваю, пропечатываю. И добавляю кругленькие цветочки. Сюда, сюда. Аккуратненько поднимаю. Добавляю. Хочется куда-то вот сюда пропечатать. Может быть, сюда повыше пропечатать. Ну, чтобы у нас все-таки количество цветов было нечетное. То есть вот я делаю такие. Они сразу видно, что там какие-то цветы появляются. Когда много краски, эффект не получается. А когда... То есть он может напоминать вам весенние цветы, те же нарциссы. Вот они такие, несколько раз. И в этом случае можно дорисовать лепестки уже при помощи краски. То есть я вот смешиваю оставшуюся у меня краску на палитре. Зеленый такой цвет добавляю. Так как он получается несколько темноватый, опять же не боюсь добавить желтую краску. Вот. И смешанным цветом мы рисуем уже, то мы делаем лепестки. Вот так. Смотрите, как интересно можно сделать. Нажали, чуть-чуть провернули. Нажали, чуть-чуть провернули. Нажали, чуть-чуть провернули. У нас получаются такие замечательные листики. Вот. Их свободно распределяем. Ну и опять же можно использовать трубочку. Трубочку я прямо окунаю в краску чистую и где-то усиливаю серединки цветов. Где-то усиливаю серединки цветов. Тут у меня пленка, поэтому краска попадает не на стол. Где-то вот сильнее, где-то. И можно какие-то вот такие красивые серединки сделать для тюльпанчиков. Вот у нас получился еще один букет. Вот посмотрите, это вторая композиция, она тоже сделана при помощи печати. Ну, собственно, все. Я думаю, что эта работа будет вам интересна с детьми. Проделать эту работу с детьми можно, и самим можно получить очень интересные букеты. И я думаю, что мы на этом мастер-класс завершаем. Я показываю две работы на цветном фоне и на белом фоне. Значит, первые весенние цветы выполнены в технике печати при помощи гуашевых красок. Спасибо за внимание.